педагоги, учителя, вашему вниманию представляю доклад «Влияние Исмаила Гаспринского на творческое наследие Садри Максуди и современность». Я представляю Российский исламский институт, Республика Татарстан, город Казань. Необходимость исследования творчества известных людей, в частности выпускников Занджирла медресе, гордости крымско-татарского народа, имеет очевидный характер. Среди них целый ряд таких известных имен, как Шамиль Тохтар-Газы, Мемед Нузер, Абдулла Узенбашла, Аблякин Ильми, Якуб Шакир Али, Джемиль Якуб Керменчикле, Абибулла Эфенди. Отдельно среди выпускников хочется выделить Садри Максуди. Садри Максуди – уроженец Казанской губернии, имя мирового уровня, будучи известным ученым, юристом, богословом и идеологом татарского либерализма, выступал и как яркий общественно-политический деятель. В докладе мне хочется изложить влияние именно Исмаила Гаспринского на творчество Садриддина Максуди. Садриддин Максуди – Садриддин Низамиддинович Максудов, известный российский турецкий общественный деятель, ученый, автор множества известных трудов по юриспруденции, лингвистике, истории тюркских народов. Садри Максуди – выпускник Занджирла медресе. Позже стал профессором Сорбонны, юридической школы Анкарского и Стамбульского университета. Будучи ученым, Садри Максуди был также ярким политиком, депутатом Государственной Думы, депутатом парламента Турецкой Республики. Садри Максуди – один из самых активных и авторитетных участников значительных событий и преобразований в мусульманском и турецком обществах. Татарский деятель добился больших успехов и в академических, и в политических сферах, а также оставил после себя обширное научное наследие. Историк Айдар Хабудинов пишет: для описания жизни Садри Максуди наиболее уместен жанр античной трагедии. Это герой, нашедший для своих действий нужное место и нужное время. Подобно Прометею, он поднял дело единства татар на недосягаемую высоту и в первый, и пока в последний раз объединил нацию в рамках единой автономии. Он дал ей имя, начертал конституцию и создал ее Милли-Идаре, правительство, и Милли-Меджлисе, парламент. Максуди был великим учеником. И действительно, кто еще из татар может похвастаться такими гениальными учителями, как Исмаил Гастралов, Лев Толстой, Ахмад Минхар, Эмиль Дюргейм и Анри Бергсон. За 10 лет подросток, выпускник старометодного медресе, вырос в политике европейского уровня. Именно из этого периода жизни Садри Максуди сохранились его воспоминания об Исмаиле Гаспринском, одном из его великих учителей. А за грамоты Садри Максуди получает у отца. Затем продолжает обучение в Казани, в медресе Кульбуе. Через некоторое время Садри уезжает в Крым. Здесь он поступает в Занджирла медресе и знакомится с Исмаилом Гаспринским. В Бахчисарае юный Садри не только учился в прославленном Занджирла медресе, но и имел возможность общаться с выдающимся крымским татарином, который просветлял его молодой ум, давал советы и наставления. Вернувшись в Казань, он поступает учиться в Казанскую учительскую школу. Позже Максуди отправляется обратно в Крым, где вновь встречается с редактором газеты «Терджиман» Исмаилом Гаспринским. Гаспринский убеждает его уехать вначале в Турцию, а затем во Францию. И говорит: уж если ты хочешь учиться, поезжай в Париж. Все, у кого мозги на месте, уехали туда. Франция – самая цивилизованная страна мира, а Парижский университет – лучший в мире. Если ты выучишься там, будешь иметь авторитет и здесь, и у себя на родине. Наставлял юного Садри Исмаил Гаспринский. Так и случилось. Там в течение года он изучает французский язык, после чего поступает на факультет права Сорбонского университета. В 1906 году, окончив университет и получив диплом, Максуди возвращается в Казань, и с этого времени начинается его биография как выдающегося национального деятеля. Весьма интересной в исследовании заявленной проблемы является работа Айдара Хабудинова «Лидеры нации». Он отмечает, что в российскую политику Максуди вошел в августе 1906 года на Третьем Всероссийском мусульманском съезде. Не стоит забывать, что Максуди был первым татарским либералом российского масштаба. Он получил не только членство в ЦК Иттифака, но и через год кресло в Думе и на президиуме. Одновременно он стал рупором мусульманских либералов на общероссийской арене
И уже его первая речь на съезде показала, что он может достойно выполнить свой нелегкий долг. Принципиальный характер носила идея, выдвинутая Садри Максуди. Наряду с Думой он предлагал создать в России государственный